Ток-шоу с Сергеем Макрушиным. Итак, продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню вам, что нас можно слышать на частоте 648 АМ на северной части Крымского полуострова на отметке 105,9 FM, если в FM-диапазоне. Также с любой точки земного шара в хорошем качестве наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Заходите на сайт, там есть большая красная кнопка, нажимайте на нее и наслаждайтесь нашим эфиром. Кроме того, возможность не только слышать нас, но и видеть есть у тех, кто смотрит нас на YouTube. Находите там канал Крым Реалии, подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте и обязательно будете получать уведомления о наших следующих эфирах. Но если вы что-то пропустили, не расстраивайтесь. На том же канале YouTube вы всегда сможете найти записи всех наших радиопрограмм, как это можно сделать и на сайте Крым Реалии. Также я напомню, что можно дозвониться к нам в прямой эфир. Для этого работает специальный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? Поговорим мы о взаимоотношениях крымчан и так называемых понаехавших. Вот такая лексика звучит в этой дискуссии. Ее образцы мы вам сегодня предоставим. Итак, взаимоотношения крымчан и приезжающих в Крым жителей соседней России взялось исследовать крымское подразделение МИА «Россия сегодня», РИА Новости Крым. Цикл публикаций о взаимоотношениях местных жителей с понаехавшими, так называемыми, вызвал большой резонанс в крымском информационном пространстве. И вот этот блок давайте мы начнем с того, что как раз-таки послушаем выдержки первой публикации в этом цикле. Это статья сотрудницы издания РИА Новости Крым Надежды Соловьевой. Она вышла под названием «Неуютный Крым. Заметки понаехавшей москвички». Ряд фрагментов этой статьи мы озвучили. Давайте послушаем. 5 лет вместе, и очень изменился градус принятия нас. В первый год-два мы были такими гонцами Путина, адептами нового порядка, послами цивилизации. Словосочетание «крымская весна» было везде. Волны патриотизма омывали остров Крым. Потом люди начали потихоньку понимать, что подарков не будет. Чтобы стало лучше, нужно потрудиться. Многое изменилось. В первую очередь для тех, кого называют бизнесом. Раньше везде сидели свои, кумы, друзья, все было понятно, все были свои. А теперь в кабинетах эти, варяги, и законы другие, и привычные схемы рушатся, и постепенно восторги ослабевают. Все больше недовольства жизнью в целом, и появляются как будто интонации обманутых надежд. Какие они, крымчане? Первое, что приходит в голову – инертное. Привычно намусорено, не убрано вокруг, значит, можно продолжать мусорить. Все равно не видно на общем фоне. На самом деле, конечно, видно. Еще крымчане делятся на «сдают» и «не сдают». Так сложилось, что я хорошо знаю, как работает малый частный сектор. Знаете, как называют отдыхающих? Сдыхи. Не все, но многие. Говорят, эта часть сектора отомрет, либо мимикрирует постепенно. Но пока принимаем сдыхов. Что поражает? Все друг друга знают с горшка. Какой министр кому в школе носил портфель, чьих детей крестил начальник чего-то там, у кого родители с детства дружили, кто у кого в 90-х бизнес отжимал, кто кого от смерти спас в горах, на море. Люди завязаны тугими узлами родства, вражды, дружбы, слухов. Чужака видно сразу. С ним готовы общаться, а если он начальник, то и подчиняться. Но все равно вокруг него пузырь. Он и народное тело. Это естественный процесс, но в Москве это происходит быстрее. В Москву ехали и едут, а в мегаполисе все друг другу чужаки. Итак, это были цитаты, да, фрагменты из статьи Надежды Соловьевой, сотрудницы издания РИА Новости Крым, которая называется «Неуютный Крым. Заметки понаехавшей москвички». В рамках этого цикла уже несколько публикаций вышло на этом сайте, с ними можно ознакомиться, а мы тем временем пойдем дальше. И перед тем, как послушать, как отреагировали крымские журналисты на вот этот материал, давайте примем звонок нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Алло. Откровенно и честно. Да, вы слышите меня? Да, вот теперь слышно, говорите. Я хочу вам сказать откровенно и честно. У нас есть закон об экстремизме. В Крыму
народ молчит и будет сейчас молчать. Понимаете, общался с многими людьми на рынках, в общественных местах. Вот. Народ не хочет, уже ничего ему не надо, потому что он знает, в России... Я даже на провокацию немножко так пошел. И когда я сказал, что при Украине, в Крыму было проще, свобода слова была, они говорят, слушай, ты что-то тянешь уже на статью. Уже было такой, знаете, намек мне. А что ж говорить местным? Поэтому я хочу сказать, потихоньку московские чиновники и прочие займут территорию. Развитие Крыму, сельского хозяйства и прочего там шикарного не будет. Все будет держаться как бы на цепи. И все прочее занимает то, что вы говорите в Радио Свобода. Это все правда. Отчасти, большая часть, это все правда. Поэтому мне жалко народ Крыма. Он будет теперь под статьей экстремизма и будет молчать, вынужден. Слава Украине! Благодарю вас за звонок. 8 800 10 06 926. Можно к нам дозвониться по этому номеру телефона из Крыма. Как показывает практика, из соседней России тоже к нам дозваниваются по этому номеру телефона. Если вы хотите до нас дозвониться с материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Ну вот гостья у нас уже появилась в студии. Давайте вот перед тем, как начать наш разговор, да, все-таки обещанная реакция, которая была озвучена в эфире телеканала Крым-24. Есть такая программа Авдеев, названная по фамилии ее ведущего. И в эфире этой программы главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев и Александр Макарь, журналист телеканала Крым-24, который вернулся после 3 месяцев работы в администрации Симферополя, вот отвечают на цикл публикаций, да, о которых мы уже говорили в самом начале, издания РИА Новости Крым. Давайте послушаем. Понаехавшие, могу прямо сказать, что действительно понаехали. Ну вот смотрите, приезжают действительно с Москвы управленцы. Один вице-премьер приехал, сел за воровство, второй приехал, сел за воровство. Министром не из числа. Значит, тогда возникает вопрос. Приехал товарищ, зарплата, в общем-то, небольшая такая. Чего ты сюда приехал? А как ты жить будешь? Ты рассчитываешь украсть? Слушай, у нас своих таких хватает. Они, конечно, не такие, как вы, как у вас там. У вас там вообще воруют, денег сосчитать не могут. Вместо банка, вместо сейфов используют квартиры уже. Понимаешь? И воруют там на уровне министр экономики, там начальник. Но это уже доказанные вещи. Ну да, это люди сроки получили, сидят. Да. Так чему вы хотите нас научить? Что у нас жулики есть? Есть. Лодыри есть? Ну, Есть. речь идет не столько о жуликах, сколько действительно о ментальности крымчан, как таких вот лежебок. Да ничего подобного. А ведь существует такое мнение, что нормальные сюда не едут. Я имею в виду управленцев с материка. Почему? Потому что грамотные специалисты, они успешны в своих регионах, да? И сюда вот на тебе, Боже, что мне не гоже, да, по сути вот так вот и получается, что в Крым приезжают, точно так же волна, в этой же статье отмечена о том, что волна авантюристов, да, приехала сюда вот начиная с 2014 года, конечно, потому что различные схемы, опробированные на территории материковой России, но неизвестные в Крыму, они здесь успешно там к реализации внедрялись, да, потом какое-то время прошло, и какое впечатление сложилось? Негативное. К понаехавшим, которые эти схемы внедряли. Вдогонку Наряду с нормальными людьми. Да. Я хочу добавить. Я замечу, что мы это уже проходили в 93-94 году. Вспомните московскую команду правительства Сабурова. Они там были не востребованы, никому не нужны. Они приехали сюда, и оказалось, что наши управленцы над ними смеются. Они, кроме как пляжиться и бухать, извините, они ничего не умели. Ну вот такое мнение прозвучало в эфире телеканала Крым-24. Напомню, что в данном фрагменте озвучивали свое мнение Михаил Бахарев, главный редактор «Крымской правды», и Александр Макарь, журналист телеканала Крым-24 и его ведущий. И вот недавно он побывал в роли чиновника, да, теперь вернулся на телекомпанию «Крым», и вот мы его снова слышим. Я приветствую в нашей студии гостью Ирину Прибыткову, профессора социологии, доктора наук демографии, ведущего научного сотрудника Института социологии
социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. А теперь давайте поговорим о том, что происходит сейчас в Крыму. Вот мы видим, что уже на 6-й год попытки российской аннексии Крыма, да, каким-то образом, вот и об этом, кстати, писала Надежда Соловьева в той публикации, которую мы цитировали, что за 5-6 лет вот схлынула эта волна, да, напускная, которая была, и обнажаются, значит, различия между людьми, в том числе и мировоззренческие. И давайте сейчас поговорим о вот этих вот взаимоотношениях между теми людьми, которые называют себя крымчанами, которые жили в Крыму до 2014 года и продолжают там жить, и теми людьми, которые приехали из соседней России с 2014 года. Насколько ожидаемым был тот момент, что вот даже в тех средствах массовой информации, которые находятся под достаточно жестким контролем, развернется такая идеологически невыдержанная дискуссия? Ну, вообще-то говоря, это совершенно нормальная ситуация с точки зрения опыта исследований в Крыму. Я в Крыму начала работать в 90-м году, поэтому я знаю, как развивались события. И всегда существует противоречие, антагонизм между теми, кто там жил, и теми, кто приехал. И для того, чтобы произошла реинтеграция тех, которые вновь приехали, нужно не меньше 80 лет. Вот так вот. Но самое интересное, что те, кто оказались в Крыму после 1944 года, после того, как депортировали, освободили Крым, и тут же началась депортация. Правда, надо сказать, что это не наша армия их депортировала, это внутренние войска. НКВД, да. Вот. И тогда Крым надо было заселить кем-то. Кто-то там должен был жить. И вот в эти дома, в котором оставалось имущество крымских татар, потому что им разрешили взять с собой в дорогу очень немного, стали заселять людей из разрушенных областей, опять же, РСФСР. Тамбовская область, Воронежская область, Курская область, Белгородская область и Кубань. Ну, и какие-то еще. И это были в основном крестьяне, колхозники. И они в свое время тоже были понаехавшие. И вот это вот состояние маргинализма, то есть люди на меже двух культур, конечно, проявлялся. Кроме того, еще в советское время существовала так называемая форма, две программы миграционных. Это оргнабор рабочей силы и сельскохозяйственное переселение семей. Потому что в Крыму не хватало людей, надо было, чтобы кто-то работал. И поэтому этих людей тоже сельскохозяйственное переселение семей. Это тоже было сельское население. А сельское население и городское население всегда отличаются в любой части земного шара. То есть я правильно понимаю? Вот и все. Понаехавшие недовольны понаехавшими. Я правильно вас понимаю, что большинство населения Крыма сейчас, да, это люди, которые приехали в Крым, это понаехавшие. То есть коренных крымчан найти не так-то просто. Очень мало. Ну, это тех, не говоря о тех, которые были насильственно выселены и вернулись, да? А вот об остальных, если говорить. Ну, отдельно надо говорить о Севастополе. Это как бы отдельная, совершенно самостоятельная часть крымского населения. Это военные, это отставники, которые на разных флотах служили. Что такое флотская публика, я знаю. Сама родилась на Русском острове. У меня отец был начальником хирургии на Русском острове в военно-морском госпитале. Поэтому я знаю этих людей. Вот они приехали, они намучились на своем Северном море, на Балтийском флоте, на Тихоокеанском, и они хотят хорошо пожить, спокойно, в тепле. Ну вот. А потом начались вот эти вот всякие события. Давайте перед тем, как мы уйдем сейчас в историю, да, и глубже в фундамент вот этих всех взаимоотношений между местными и понаехавшими, мы попросили также прокомментировать вот тот спор, который сейчас разгорается в Крыму, попросили прокомментировать крымского журналиста и обозревателя Павла Казарина, вот что он сказал о нынешнем диалоге крымчан с понаехавшими. Граждане Российской Федерации и крымчане, они вообще по-разному воспринимают реальность. Ну, то есть Кремль в свое время так долго убеждал крымчан, что это крымчане устроили операцию по смене флагов в Крыму, что это вот они восстали, сбросили там киевское иго и, там, я не знаю, воссоединились там с великой могучей Россией, что в какой-то момент какая-то часть крымчан в это поверила.
и они забыли о том, что всю аннексию делала российская армия, и они поверили, что это именно крымчане делали основной вклад в историю по смене гражданства полуострова. И теперь эти крымчане, их сама российская пропаганда убедила, что они молодцы, что они как бы все в 2014 году сделали самостоятельно. Они абсолютно убеждены, что вот теперь Россия должна им доплачивать за лояльность. Ну, мы же как бы всю грязную работу сделали, мы же как бы все необходимые шаги совершили, мы же, собственно, вернули Крым, ну, в кавычках, в родную гавань. Ну, теперь вы нам доплачиваете за это. Мы уже на пенсии. Ребят, мы уже свои 20 лет на галерах отработали, поэтому теперь Россия-матушка должна выплачивать крымчанам пенсию. Именно так устроено восприятие реальности в сознании очень многих жителей полуострова. Ну и точно так же, как приезжает из российского материка какой-нибудь россиянин, смотрит на Крым и говорит... То есть мы мало того, что свою армию отправили для того, чтобы вас отженить от страшного Майдана, мы мало того, что, собственно, поссорились со всем цивилизованным миром за то, чтобы вы тут не учили украинский язык, мы мало того, что ввязались в конфронтацию со всем цивилизованным земным шаром для того, чтобы вы имели право не знать творчество Тараса Григорьевича Шевченко. Мы как бы сидим под санкциями для того, чтобы вот вы носили в карманах российские паспорта. Это вы нам должны. Это мы несем издержки. Это мы на самом деле вынуждены есть ростовский и анапский пармезан вместо нормального французского сыра. Это мы давим, там, не знаю, продукты бульдозерами вместо того, чтобы беспроблемно, там, я не знаю, жить припеваючи. Это вы, крымчане, во всем повинны. Это вы нам должны. И на самом деле эти два мировоззрения, когда сталкиваются воедино, они не могут не продуцировать электрический заряд и конфликт, потому что крымчане уверены, что им все должны, точно так же, как граждане Российской Федерации убеждены, что это крымчане им должны, потому что именно они, граждане Российской Федерации, живут в стране, в которой рубль обвалился по сравнению с 2013 годом 2 раза, в котором теперь граждане Российской Федерации назначены на роль новой нефти, и на них государство и правительство экономят. Я думаю, что это история про какой-то непреодолимый клубок противоречий, и чем дальше он будет развиваться, тем больше его грани будут открываться нашему взору. Это был комментарий Павла Казарина, крымского журналиста и обозревателя. Продолжаем мы разговор с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии. Ирина Михайловна, ну вот по поводу того, что сказал Павел Казарин. Как вы думаете, будут ли вот эти различия, да, в мировоззрении еще, наверное, как-то более очерчиваться в дальнейшем? Будет ли этот конфликт каким-то образом развиваться? Будет возможно, но в каких формах? Вот вопрос в чем. Ну, вообще, я бы хотела заметить, что... Это не первый раз уже звучит и в эфире, и в прессе. Я не помню, кто из приехавших, кто-то из Москвы сказал: денег нет, но вы держитесь. Дмитрий Медведев это сказал. Это Дмитрий, да. Совершенно верно. Но вы держитесь. И я что-то не слышу, потому что я мониторю несколько газет, и я мониторю несколько каналов, потому что мне это нужно для практики, потому что все эти ситуации всегда развиваются и меняются. Ну, мы уже сейчас видим, что это поворот, да? Но Крым наш уже не звучит. Уже нет гордости, что это Крым наш. Уже понаехавшие вошли в лексикон. Угу. Вот. Это важно. Но я еще хотела заметить вот что когда вот подобные ситуации происходили и во время Чернобыля, расселения людей Чернобыля. Я это наблюдала в Грузии, я это наблюдала в Армении, когда там были вот эти конфликты, когда Россия нападала на них, и люди бежали из тех районов, куда входили танки и где была стрельба, их расселяли где-то в центральном городе, и люди той же национальности, те же армяне, те же грузины, к ним тоже так относилось, как у нас в Новых Санжарах отнеслись, понимаете? Это говорит о том, что у нас население Советского Союза, а мы еще родом-то оттуда, понимаете? То есть это что за такое явление? Боязнь чужаков, боязнь неизвестного, боязнь тех, кто не такой, как ты? Вы знаете, мне кажется, что здесь больше биологического и политического, чем чисто человеческого, да.
Продолжаем разговор, и вот мы так коротко пока затронули эту тему, но я предлагаю в нее углубиться. Был в истории Крыма такой период, когда действительно тех людей, которых можно назвать коренными жителями Крыма, да, это крымско-татарский народ, который является коренным народом Крыма, он был депортирован за пределы Крымского полуострова, долго не разрешали крымским татарам вернуться в Крым, вытирали с топографии Крыма все названия на крымско-татарском языке, которые могли вытереть из человеческой памяти в том числе. И наступил момент, когда крымские татары, коренные жители Крыма, начали возвращаться в Крым и встретились там с теми, кто уже успел себя назвать коренными крымчанами. Вот вы исследовали этот вопрос, да, вот эти взаимоотношения. Расскажите об этом явлении. Ну, я начала там работать в 90-м году. Это был интерес отдела межнациональных отношений украинского ЦК партии коммунистической. А потом уже попозже у нас появились международная организация миграции, Управление Верховного комиссара по беженцам, ОБСЕ, многие другие организации, которые этим вопросом они курировали этот вопрос, потому что была начата 5-летняя или 4-летняя, это называлось, сейчас я скажу, как конференция, которая пыталась навести какой-то порядок, ввести новое законодательство о гражданстве, потому что все понимали, что если гражданство останется старым, то порядка не будет. И вот меня пригласили как аналитика. Я работала как аналитик там, потому что все результаты, которые были получены, тут же передавались заказчику, и они принимали решения. Вот так долгое время не могли понять, почему крымские татары неохотно стали, вернее так, не очень понимали этот институт гражданства. Они понимали слово «прописка». Когда мои эти самые наши приходили опрашивать их сотрудники, они сразу вытаскивали паспорт, потому что они боялись, что их выселят и отправят назад. Говорили, вот прописка. А что такое институт гражданства, не знал никто. Поэтому вот было проведено несколько исследований с интервалом 1,5-2 года. Также я в Узбекистан выезжала, потому что нужно было определить потенциал возможных возвращенцев оттуда, потому что переезжали не сразу все. И вот тогда была проведена конференция такая, как она называлась, в Министерстве иностранных дел, собрали деньги на это, и все было проведено. Мы получили результаты, и потом эта кампания пошла. И крымские татары, кроме крымских татар, были еще депортированы армяне, болгары, греки и немцы. Так что это касалось не только Крыма, но их было намного меньше. Они тоже стали возвращаться. Я когда туда приехала и стала входить в ситуацию, на рекогносцировку вначале, мы приехали вдвоем с моим сотрудником, я попросила, чтобы нам дали письма трудящихся. Была такая форма общения с высшими учреждениями. Вы знаете, читать долго эти письма было очень тяжело, потому что они меня спросили, только депортированных, я сказала, все давайте. Вот депортированные, примерно, можно сказать, эти письма были одинакового содержания. Они описывали историю депортации своей семьи, трудности возвращения, их чувства, и просили робко, можно ли где-нибудь получить работу и как-то расселиться. И были письма наших трудящихся, вот этих самых, которые понаехавшие. Вот это было очень тяжело читать. А что они писали? Ужасно писали, что крымские татары такие-сякие, что были забиты колодцами, убитыми, кровь текла река. То есть им здесь не место, короче говоря. Вот то же самое. Понаехавшие. Продолжаем эфир. Напомню, что гостья нашей студии Ирина Михайловна Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии. Напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, задать вопрос нашей гости или выразить свою точку зрения на ту тему, которую мы обсуждаем. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. В продолжении эфира мы поговорим с Искендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Искендер, доброе утро.
Доброе утро. Давайте, вот мы в нашем эфире говорим о таком конфликте, да, который сейчас прослеживается по информационному пространству Крыма, это вот крымчане против понаехавших, да, и подошли мы к тому моменту, когда вот в Крыму, судя по тому, что происходило в прошлом, да, себя коренными может называть кто угодно. Вот хотелось бы поговорить с вами о таком. Крымские татары, да, коренной народ Крыма, который был депортирован в 1944 году, и когда было разрешено вернуться в Крым, то этот народ, когда вернулся к себе домой, он встретил большое количество людей, которые уже успели назвать себя коренными крымчанами. Можете ли вы немного рассказать об этой истории, о том, какие мифы относительно крымско-татарского народа были созданы за это время, и о той атмосфере, которая раскручивалась, да, в отношении крымских татар, которые пытались вернуться домой? Дело в том, что относительно крымских татар была целенаправленная политика советского государства. И, как вы помните, и пани Ирина не даст мне соврать, именно в перечне народов СССР вообще такой народ, как крымские татары, он отсутствовал. И национальное движение крымских татар вело борьбу за то, чтобы, ну, так сказать, доказать, что крымские татары не являлись предателями, что крымские татары имеют право на существование и право на жизнь на своей родной земле. Действительно, вот я как раз слышал, когда пани Ирина говорила, что для нас была очень важна прописка, потому что именно под грифом «секретно» запрещалось прописывать крымских татар, и поэтому известны сотни случаев, когда крымские татары пытались вернуться в Крым, их не прописывали, из-за того, что их не прописывали, соответственно, их не брали на работу, а из-за того, что не брали на работу, в советские времена за так называемое тунеядство сажали в тюрьмы на 1,5-2 года, и таких людей на самом деле было очень много. А второй момент, когда мы говорим о вообще самом восприятии крымского общества, которое сформировалось. Во-первых, оно сформировалось из переселенцев. И во-первых, из переселенцев обычно переселенцами являются кто? Когда сами ищут какую-то легкую наживу. Это та категория граждан, которые являются, не имеют собственного ничего своего. И вторая категория в Крым, которая формировала население, это люди, это бывшие КГБшники, коммунистические деятели и так далее, которые как раз-таки не очень хотели видеть крымских татар в Крыму. Крымские татары, пытаясь вернуться на родину, соответственно, боролись за это, боролись за право жить на своей земле. И, конечно же, когда мы возвращались в Крым, мы действительно воспринимались как какие-то злодеи, какие-то предатели. И та 50-летняя информационная кампания, которая системно проводилась в Крыму, она, конечно же, создавала определенные проблемы. И процесс, скажем так, взаимной интеграции, потому что начали меняться как крымские татары, так и крымское общество. И на самом деле уже перед оккупацией действительно у нас начало формироваться такое общее понимание, и мы действительно, слава богу, в Крыму за все это время у нас не было конфликтов на межэтническом уровне или на межконфессиональном. Теперь, что касается уже сегодняшней ситуации, то мы видим целенаправленную политику, когда Российская Федерация пытается, во-первых, завести туда военнослужащих, государственных служащих, когда действительно сегодня же в Крыму, допустим, на управленческих должностях в основном работают люди из Российской Федерации. И постепенно крымских начинают, или крымскую элиту начинают отталкивать в сторону. Ну и кроме того, сегодня, вот поверьте мне, сегодня мои близкие говорят, что в Симферополе мы можем сказать, что, наверное, уже больше Узбекистан, чем Крым, потому что очень много, скажем так, дешевой рабочей силы, которая приезжает из центральноазиатских республик. И это очень чувствуется. Кроме того, происходит процесс выдавливания и процесс, когда начинают забирать в том числе и земельные участки. Такие процессы активно пошли в Севастополе. И поэтому
тут уже начинается отторжение или переосмысление даже тех, которые занимали пророссийскую позицию. И в Севастополе на самом деле очень много случаев, когда через так называемую национализацию, через ту систему, опять же, государственного, вот соответственно с российскими законами, допустим, земли собственности у них нет. У них земля предоставляется в аренду. И у них, понятно, они используют переходное правосудие, переходное право, и они на определенном этапе отдавали в собственности ту землю, которая принадлежала еще в украинские времена. Но чем дальше, тем усложняется этот процесс. А мышление-то все равно осталось украинское. Украинские подходы остались к тому, что есть право на землю, что это моя собственность. Хотя действительно земельные проблемы, они всегда были актуальными и горячими в Крыму. Поэтому сегодня я хочу просто немножко обобщить уже то, о чем я говорю. Понятно, что до сих пор, по сегодняшний день, пытаются преподнести, что пытаются спорить, кто является больше коренным, пытаются переписывать историю, графию, и сразу же в 2014 году снова началась такая, продолжаться такая работа. Но при всем том, крымских татар никуда не деть, они сформировались в Крыму, они имели свою государственность, они стремятся восстановить свои коллективные права в рамках международного права, и поэтому, я думаю, этот вопрос будет актуален всегда. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем разговор с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии. Итак, да, давайте, может быть, у вас реплика есть относительно того, что сказал Искандер Бариев сейчас? Я просто хотела бы обобщить немножечко тоже этот разговор. Ситуация в Крыму заметно изменилась. Конечно, за какой период? За последние 6 лет? За последние 5 лет. Угу. За последние 5 лет. Где-то она начала меняться спустя 2 года, после 14-го, где-то в 16-м и дальше, сейчас. Потому что возникли противоречия уже между самим крымским населением. И я думаю, что эта ситуация будет развиваться и дальше в сторону ухудшения этих отношений. Людям тяжело очень жить. Но я хочу еще напомнить, что вот историю не такую уж давнюю, в 2010-х годах это началось в Крыму, когда победил Виктор Янукович на президентских выборах, когда обновилась команда партии регионов в Крыму, пришла к власти, да, Василий Джарты тогда стал премьер-министром Крыма, и было такое явление, как Макеевский десант. Приехало много чиновников с макеевской пропиской, да, в команде Василия Джарты, и тогда тоже было очень сильное неприятие, да, и очень много было разговоров о так называемых македонцах, да, как их назвали, макеевско-донецкие. Вот далее вот я о чем хочу поговорить. Мы много раз сталкивались с таким термином, как народ Крыма, многонациональный народ Крыма. Советский штамп. Существует ли народ Крыма? Вы знаете, столько лет, сколько существует Крым, это, понимаете, Богом избранный вообще регион. Столько там раз менялось население. Кто только там не жил. И кто только не завоевывал и не отвоевывал Крым. Очень много народу. Я помню, как мне говорили крымские татары из когорты интеллигенции крымской. Они говорили, что если бы наша родина, с которой нас депортировали, была бы не в Крыму, мы бы давно уже вернулись, так как вернулись остальные депортированные, так как вернулись чеченцы, так как вернулись ингуши. Но много народов было. Это даже вернулись турки-месхетинцы себе в Грузию. Я тоже там была, они меня приглашали, я приезжала туда. Так что в Крыму всегда будут понаехавшие. А вот будут-то понятны и едут, мы видим эти процессы. Я напомню, что по официальной статистике, вот, например, «Комсомольская правда» в Крыму, газета публикует официальную российскую статистику, вот согласно этим данным, по состоянию на середину 2019 года в Крым переехало порядка 300 тысяч россиян, но 2/3 закрепиться не смогла и уже вернулась. Совершенно верно. Вот эти данные лежат, которые вы мне прислали. Почему так происходит?
Ну, если человек... Но ведь не только споры, да, местные понаехавшие, да, этому благоприятствуют, да, Нет, такому явлению. нет, здесь другое. Не оправдались их ожидания. Не оправдались их ожидания. Овчинка выделки не стоит. То есть там, откуда они уехали, вероятно, было лучше, чем то, что они получили в Крыму. Понимаете, когда мы что-то хотим выяснить, мы социологи, мы проводим обследование, ну, если, конечно, находятся деньги на это обследование, на этот опрос, вот, и совершенно ясно, что как только, понимаете, почему люди уезжают с какой-то территории в поисках лучшей жизни? Потому что ухудшилось качество жизни. А качество жизни – это такая категория очень интересная. Люди сами решают, хорошо или плохо. Хотя она переменчива во времени и вместе. Но это один из признаков ухудшения жизни. Миграция, отъезд с территории говорит о том, что там стало плохо. Вот вам живая иллюстрация, совершенно. Теория работает. Ну, в целом, вот по вашим наблюдениям, насколько я понимаю, вы стараетесь следить за тем, что происходит в Крыму, пусть и нет достаточного объема данных, да, достоверных, которые можно считать достоверными, но все-таки в плане миграционных процессов, что сейчас происходит на Крымском полуострове? Ну, во-первых, там Россия старается нарастить военный потенциал и превратить Крым в крепость военную. И быть господами на Черном море, контролировать ситуацию на Черном море. Потому что Азов они закрыли, там им турки закрывают Дарданеллы и Босфор, вот. Но хотя бы вот в пределах этого региона быть хозяевами, потому что там и Грузия, там и Турция, там и Румыния, и Болгария, и мы там. Так что вот будут люди приезжать. И вообще, как было принято в армии во время Советского Союза, вот есть военная семья, я знаю, сколько раз мы переезжали, много раз, потому что с Дальнего Востока поехали потом в Новоград-Волынский, потом в Тернополь, потом в Ивано-Франковск. У меня родители в Ивано-Франковске похоронены. Хотя отец у меня литовец, а мать русская из Вологодской области. Вот. Это будет продолжаться. И контингенты эти будут меняться время от времени. Хотят они или не хотят, но они служащие, военнослужащие, и их будут переводить. Но те, которые вышли в отставку, оттуда уезжать уже не будут. Но остается же и местное население, и вот да, мы понимаем, да, что сейчас в приоритете, да, расселение военного контингента Российской Федерации в Крыму. Напомню, что попытка аннексии Крыма продолжается уже 6-й год. А вот местное население, ну, например, да, мой родной город Керчь, там вот наряду со строительством каких-то новых домов для сотрудников ФСБ происходит следующее. Закрываются порты городские, и порядка 600 человек остаются без работы. И среди вариантов, которые им предлагают, например, уехать в Россию, да, на какие-то предприятия, если не найдется рабочих мест непосредственно в Крыму. Их, конечно, тоже предлагают, но судя по тому, что говорят люди, не очень-то и хороши эти предложения. Вот что дальше будет с теми людьми, которые считают себя местными, которые до 2014 года жили в Крыму, и вполне вероятно, что живут они в Крыму, например, уже там во 2-м поколении, да, или в 3-м. Или в 3-м. Нет, эти никогда не уедут люди, и никогда не уедут крымские татары. Это их родина. Они коренной народ, там единственный коренной народ, но и я думаю, что те, которые уже очень мало осталось, и греков, потому что греки уезжали и из Мариуполя, ну, с юга Донбасса, и из Крыма, ну, и армяне вряд ли куда-то поедут, потому что на родину они вернуться не могут тоже. Так что думаю, что вот эти люди всегда там будут жить. И есть, знаете, это как есть основной состав и переменный состав. Вот эти наехавшие – это переменный состав. Это те контингенты, из которых формируются возможные мигранты. И еще хотелось бы, у нас есть буквально там 7 минут до завершения эфира, хотелось бы поговорить о такой категории, которая в этом споре остается неназванной, да, хотелось бы поговорить о понауехавших из Крыма после 2014 года. Десятки тысяч людей, да, так или иначе их коснулась эта история, уехало очень много людей на материковую часть Украины, у меня знакомы истории, когда в Россию уехали из Крыма после 2014 года, просто там потому что так обстоятельства сложились, но не захотели оставаться в том Крыму, в каком состоянии он находится сейчас. И, как правило, это люди такого креативного, да, класса, среднего класса, творческие люди и так далее. Вот. И они разные сейчас вещи говорят относительно того, вернутся они в Крым или нет. Вот по вашему мнению,
после того, да, как будет восстановлена территориальная целостность Украины, Украина получит контроль над всеми своими границами, стоит ли ожидать возвращения этих людей, которые уехали из Крыма за последние 6 лет, обратно в Крым? Кто-то вернется, кто-то нет. Знаете, предвидеть свою жизнь очень тяжело. Никто не знает, что с тобой случится через полчаса. Все что угодно может быть. А тем более через 10 лет. Очень трудно. Я думаю, что даже в процентах нельзя этот контингент выделить. Но будут и те, и другие, и третьи. Вот сколько я занимаюсь миграцией, очень давно занимаюсь этими процессами. Это очень пестрый процесс. Но, тем не менее, он сцементирован вот общими обстоятельствами какими-то, вот этим пониманием качества жизни. Это индивидуальная, групповая и массовая оценка самого населения, что пора отсюда валить, потому что это опасно. Или, вот понимаете, когда вы куда-то переезжаете, вы переезжаете в ожидании лучших времен. И эти лучшие времена не наступают, ваши ожидания обмануты, и вы, конечно, начинаете думать о чем-то. Ну, так как люди, которые уезжают в Штаты или которые уезжают там какие-то другие в Австралию, например. Вот в Австралии пожары начались, и те, кто туда много народу переехало. Вот, наверное, они тоже подумывают. Вот большая проблема сейчас у крымской молодежи, например, да, мы знаем о том, что есть большие проблемы в признании дипломов крымских вузов, и часто единственным вариантом себе какое-то будущее обеспечить, какие-то перспективы за собой закрепить, это уехать, да, либо на украинский материк поступать в университет, либо в Россию соседнюю поехать и там учиться и получить тот диплом, который будет признаваться. Вот эта молодежь, она будет возвращаться на полуостров? Думаю, что нет. Молодежь вообще это самая подвижная категория мигрантов. У них вся жизнь впереди. Так им кажется. Так им кажется. Потом оказывается, что не всегда это состоится. Но я думаю, что они будут искать... Понимаете, существует альтернатива, существует Европа, существует Америка. Хотя многие думают, что это очень легко взять туда и туда переехать. На самом деле существует и европейское законодательство, и американские законы, которые регулируют этот процесс. Уже я слышала о том, что, не знаю, я еще не проверяла эту информацию, что грин-карты собираются отменить в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте, у нас буквально несколько минут осталось до завершения. Если поддается, да, эта ситуация какому-то моделированию того, что происходит в Крыму с его миграционными нынешними процессами, что мы можем увидеть, ну вот, допустим, да, если оно будет десятилетие аннексии, попытки аннексии Крымского полуострова, как изменится демографический состав Крыма? Это зависит от условий жизни, от качества жизни, от того, встретят ли люди, получат ли они какие-то возможные от этого преимущества. Вот это важно. А предсказать сегодня, что это жизнь ускоряется, убыстряется, и она становится более такой неожиданной, опасной очень часто. Сложно загадывать, что будет завтра, да? Да. Надо радоваться сегодняшнему дню. Благодарю вас за беседу. Я напомню, что гостьей нашей студии была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Я напомню, что это радио Крым Реалии. В Крыму нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крыма нас также можно слышать в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Кроме того, сигнал нашей прямой трансляции в хорошем качестве доступен с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, если у вас есть доступ к интернету, и нажимайте большую красную кнопку, вы услышите наш радиосигнал. Ну и дозвониться к нам всегда можно, вот как, например, это сделал сейчас наш радиослушатель. Доброе утро, вы в эфире. Говорите. Доброе утро. Ну, мое мнение о будущем Крыма. Крым будущее предстоит, если Украина не примет закон, что эта территория является Крымско-Татарской республикой или областью, или районом, чтобы у татар была крыша над головой, чтобы они знали, это их земля. А в перспективе, если это не будет принято украинскими законодателями, то в Крыму будут
Одни пенсионеры жить, потому что здесь никакой ни промышленности, в принципе, никакого развития экономического не будет. Вот пенсионер приехал, лето пожил, на зиму уехал куда-то там в Москву или в Ленинград или куда-нибудь. Вот такое мое мнение. Благодарю вас за ваш звонок. Спасибо, что успели дозвониться. 8 800 10 06 926. Каждый наш прямой эфир. Этот номер телефона открыт. На него можно позвонить. Звонки на этот номер бесплатные. 8 800 10 06 926. Также напомню, что вне рамок нашего прямого эфира с нашей редакцией можно связаться. Все мы есть в крупнейших социальных сетях. Можете нас найти и пообщаться напрямую. Также вы можете написать нам на редакционную почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин провел для вас этот эфир. Не пропустите дневное шоу и вечерний выпуск. С нами всегда интересно. Пока.